Доброе утро! С вами программа «Кайырлы таң». В студии Зара Итинаман, и я очень рада провести с вами, друзья, эти полчаса эфирного времени. Сегодня понедельник, 17 марта. Воплощение планов и замыслов непременно приведет нас к желаемым результатам. Самое главное — настроиться на успешную волну наступившей недели и начать этот день с хорошим настроением. Всем доброго утра! Мы начинаем. Kешмедік бе екеуміз сезімнің тәтті күндерін, естелікке айналып кетерін әттең білмедім. Құшағына өзгенің не дейін күліп құладың, сен де бәлкім өткеннің мен дейін ұмыттың бәрін. Сағындырып күндер батты, сенсіз атты таңдар қаншама. Тағы да айтшы, жалған болса да. Сен мені алдадың, тағы алдадың. Сезбедім, сезімнің сөзіңнің бәрі жалғанын. Жүрегім бір сен деп дүрсілдеп ешбір көнбейтін маған. Біле жүр, сенбейді, енді сенбейді саған. Жүрек көнбей тулаған, енді сенбейді саған. Началась третья неделя первого весеннего месяца. Возможно, кто-то из нас уже строит планы и начал активные действия навстречу своей мечте. Ведь весна – это время пробуждения природы, новое начало для многих из нас. 17 марта на календаре. В истории эта дата памятна тем, что в 1861 году в России был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. Также 17 марта 1861 года завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство. Как известно, Италия – это страна, где издревле ценится прекрасное, родина великолепных художников, музыкантов, воспевавших в разные эпохи красоту женщин. Кстати, о женщинах. Прекрасная половина человечества всегда отличалась любовью
красивым одеждам и украшениям, которые дополнительно подчеркивали их красоту. Тему о многовековых связях женщины и ювелирных украшений продолжит наш корреспондент. Казахские ювелирные украшения – это традиционные массивные изделия из серебра и натуральных камней – аметист, яшма, бирюза. Излюбленным металлом мастеров было серебро. Его наделяли различными магическими свойствами. Вставки из камней в народе именовали словом «тас» или «көз». Подобная метафора не случайна, ведь вставные камни осмысливались как всевидящее, стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. Тумар-алха, у нас тумар-алха, вот, люди верили тут с тремя вот обозначениями треугольник. В мусульманской религии тумар это как обозначает оберегает людей. Сложные нагрудные украшения были привилегией молодых. Впервые их одевали в 12-13 лет и навсегда снимали примерно в 30, передавая их более молодым женщинам в семье. Конор Егинулы – потомственный ювелир. В их семье трепетно хранили навыки работы с металлом и камнями. Считается, что изделия, выполненные вручную, дают его обладателям дополнительную силу. Везде вот ручная работа ценится. Это не штамповка, это не... Вот, который укладывал человек на этом свой ум, свой труд, это все, творческий труд. Когда передает человек эту работу, энергию свою, человеческий труд туда очень много накладывалось, и от этого он тоже энергию берет. Помимо женских украшений, ювелиры изготавливали детали для костюма, столовые приборы, украшения для музыкальных инструментов, оружия, конского снаряжения. Шить каждый мастер по-своему сделал, как он сумеет, так и сделал, чтобы он был прочным и пуля непробиваемый был. Это из кожи был, когда стреляли, чтобы с твердого кожи сделано было. Ну, каждый мастер сам это по-своему, это орнамент, например, сам придумывает, чтобы красивее был. Каждый старается, чтобы красиво сделать. И здесь поставили в середину хвост этот коня. Ну, это тоже как оберегает. Одну сторону красиво, чтобы, и одну сторону, чтобы он оберегает и дает дополнительные силы, чтобы батырам, что. В наши дни щит, меч и камчу чаще используют для украшения интерьера. Многие верят, что и сегодня символы, детали и орнаменты несут защитную функцию. И как много лет назад охраняли воинов, в наше время охраняют дома. Как вы думаете, друзья, что общего между писателем и журналистом Борисом Полевым, артистом балета Рудольфом Нуриевым и художником Михаилом Врубелем? Все эти известные личности родились 17 марта. Ну а кто еще из звездных именинников отмечает сегодня день рождения, вы узнаете из нашей следующей рубрики. 17 марта 1951 года родился известный американский актер, сценарист и продюсер Курт Рассел. Прежде всего, актер запомнился зрителю по многим ролям в фантастических фильмах и боевиках конца 80-х и начала 90-х годов. Творческую карьеру актер продолжает и по сей день. 17 марта 1856 года родился выдающийся художник Михаил Врубель. Картины Врубеля манили и пугали публику. Он атомизировал реальность в живописи, расщеплял мир и видел в нем второе дно, непостижимое и демоническое. Он также знаменит по картинам «Царевна-лебедь», «Девочка на фоне персидского ковра» и многое другое. Ровно 73 года назад в городе Вашингтоне открылась знаменитая Национальная художественная галерея, которая входит в число самых молодых в мире художественных музеев. Основал галерею в 1937 году Эндрю Уильям Меллон, а торжественное ее открытие состоялось 17 марта 1941 года, когда президент Франклин Рузвельт официально открыл ее в качестве дара американскому народу. Все мы любим искусство. Кому-то ближе полотна художников эпохи Возрождения, кто-то любит экспрессионизм, кого-то восхищает кубизм. В разное время в живописи сконцентрировались различные стили, жанры и техники. В нашем следующем сюжете вы узнаете о человеке, посвятившем свою жизнь изобразительному искусству. Визитной карточкой художника-монументалиста Владимира Твердохлебова можно считать фонтан «Знаки зодиака» у Академии наук в Алматы. Камень, бронза и вода – три составляющие, которые делают фонтан незабываемым.
На 6-м съезде Союза художников СССР композиция «Знаки зодиака» была признана лучшей в области парковой скульптуры. Закончил специальный Питерский институт. Это был очень престижный институт. Это не только в Советском Союзе. Училище высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Сейчас это академия. Заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Твердохлебов родом из России, но уже почти полвека он живет у подножия Заилийского Алатау. Нас сюда пригласили. Нас пригласило правительство Казахстана для создания экспозиции Центрального музея Казахстана, группу художников. Здесь таких специалистов было, можно сказать, и не было в то время, в 1967 году, когда я сюда приехал. То нам поступили хорошие предложения. Владимир остался в Казахстане, где работы был непочатый край. А за работу он берется, если тема ему близка и интересна. Так, создавая свой знаменитый фонтан, Твердохлебов изучал специальную литературу, консультировался с историками и археологами. И сегодня Алматы трудно представить без монументальных творений художника. Я считаю, 47 лет, скоро 50 будет. Я живу в Казахстане, работаю, востребован. Очень много сделал работы для республики. Комплексное оформление Дома ученых, комплексное оформление Дворца культуры ХБК. На фасаде гостиницы «Алмата» там тоже есть композиция «Шелковый путь». Вот моя работа. Потом я для храма Христа Спасителя сделал 2 мозаики. Это Иисус Христос и на фасаде. Художник раскрылся как мастер пейзажа. Он работает маслом и акварелью, занимается ткачеством. На живописных гобеленах цветы. И в мастерской художника всегда лето. Оформляя Дом ученых Академии наук Казахстана, мастер использовал роспись, гобелены и мозаику. Сегодня Владимир Твердохлебов работает с детьми. В своих первых каталогах они благодарят учителя за знания, которые он им передал. Ну а сегодня я занимаюсь и акварелью, и маслом. Я в группе был в Венгрии. Это международная группа киргизских, казахских, российских художников. Мы объездили всю Среднюю Азию и даже в Париже жили 2 месяца. Вот я сделал целую серию акварелей. У меня и на Иссык-Куле есть, и в России объекты есть. Ну, то есть, как вам сказать, художник, когда умеет какую-то работу делать, он востребован бывает. Предсказание астрологов – это особый утренний ритуал для многих. И это неудивительно, ведь подсознательно каждый из нас ждет хороших новостей и мечтает, что этот день в его жизни будет особенным. Давайте узнаем, что сегодня приготовили для нас звезды. Овны. Удачу вам принесут популярные современные модные тенденции. Овнам, которые не желают отступать от классических направлений, рекомендуется сменить свой внешний имидж или детали внешности. Тельцы. Сегодняшний день для тельцов характеризуется как время поиска новых путей самовыражения, период укрепления своего положения в профессиональной среде. Близнецы. Вам просто необходимо творить. Это так же естественно, как существовать. Кто умеет играть на каком-нибудь инструменте, непременно начнет сочинять музыку. Раки. Сегодня у вас откроется второе вдохновение. В вашей музыке будет преобладать мажор в стихах восхищение природой и воспевание радости бытия. У львов плохо с романтикой, поэтому творческие замыслы выражаются в практических вещах. Если уж они задумали взять в руки перо, то вероятнее всего это будет детектив с хитроумным запутанным сюжетом. Девы. Представители этого знака способны забыть обо всем в порыве вдохновения. Вам следует использовать яркие, красочные образы, сочные метафоры и аллегории, чтобы написать несравнимое произведение искусства. Весы. Ваше творчество неразрывно связано с состоянием души и энергетикой. Вам следует выразить свои эмоции в виде стихов или прозы, преимущественно фантастики. Скорпионы. Сегодня вы оптимально сочетаете порывы творчества с новейшими достижениями человечества. При помощи компьютера начнете заниматься живописью и писать музыку, и достигнете совершенства в этих областях. Стрельцы. Вы не подозреваете, сколько талантов скрываете в себе. Не сдерживайте творческие порывы, они мешают вам проявить себя. Козероги.
В глубине души вы мечтаете снять фильм и даже во всех деталях продумали сценарий. Если вам удастся справиться со своей ленью, реализация творческих замыслов может быть весьма интересна. Водолей. Если хотите добиться успеха, вам достаточно выбрать область по душе, а стремление к совершенству поможет создать великое произведение искусства. Рыбы. Сегодня вы ко всему подходите творчески, будто быт или работа. Все, что вы смастерите, станет шедевром. Хайрлы таң! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в этот ранний час. Очень рада представить вам нашу гостью. Это заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена Курмет, балерина Сауле Рахмедова. Сауле, доброе утро! Я очень рада вас приветствовать сегодня, в этот замечательный день в нашей студии. Спасибо большое. Как очень ваше настроение? Очень хорошее настроение, спасибо. Замечательная погода. Сауле, ну, конечно же, немногие знают, что балет, за этим прекрасным воздушным искусством скрывается многочасовые репетиции, посвящение себя полностью этой стезе, этой сфере, отказ от многочисленных радостей жизни с самого детства. Вы сами решили посвятить себя балету или вас привели родители в балетный класс? Ну, вы знаете, наверное, вот эта тяга, наверное, к творчеству, к искусству у меня, наверное, была с детства, потому что я сначала вот пела сама по себе. Родители, я помню, по детству очень часто гости были у нас, и я была любимицей отца. И вот он меня, когда гости приходил, он меня ставил на стул, и я пела, они сидели за столом, и я пела. Отец говорил: так, все слушаем, будет моя дочь петь. Потом в какой-то момент вдруг я неожиданно начала для себя танцевать. Но я была очень с детства подвижная, потому что во дворе я была там первая бегунья, любила растягиваться, что-то делать, постоянно на месте не сидела. В какой-то момент я начала танцевать, и потом, когда приходили гости, отец мой говорил: так, все молчим, все смотрим, моя дочь танцует. Вот это какая-то тяга, наверное, у меня была вот с детства, наверное, заложена. В училище так получилось, что в то время ходили по школам, убирали детей, набирали способных. Хореографическое училище Селезнева. Вы окончили в классе нашей легендарной танцовщицы, балерины великолепной Сары Идрисовны Кучербаевой. Вспомните, пожалуйста, каким человеком запомнилась вам эта женщина? Потому что мы-то помним ее вот как танцовщицу, как приму, а вы знали ее лично как человека. Ну, Сара Идрисовна Кучербаева — это вообще очень уникальный человек. Я так думаю, таких, наверное, практически единицы. По крайней мере, в моей жизни не так много встречалось таких людей. Помимо того, что она была профессионалом высокого класса, допустим, она и ведущая балерина была всю свою жизнь, и училась она и в Вагановском училище, и потом она была директором училища хореографического очень долго. Она подняла училище на очень высокий уровень. Она была профессором, она писала статьи. Всегда как-то наша профессия ассоциируется с немой профессией, что мы не совсем можем хорошо владеть языком. Вот Сара Идрисовна была тому яркий пример, что она прекрасно владела языком, очень хорошо знала литературу, психологию. Она, помимо того, что нас учила профессиональным навыкам, она еще и нас постоянно как-то просвещала. Я думаю, что благодаря ей и вы научились, да, вкладывать в свои танцевальные партии вот эти вот великолепные образы, то есть прочтение самой роли. Вы знаете, да, но Сара Идрисовна, я так думаю, на ее веку уже было много девочек, допустим, способных, талантливых, которых она там учила, и у кого она видела перспективу, потому что видеть в ребенке перспективу — это тоже очень важно. И она мне с детства говорила: Сауле, когда ты будешь танцевать, это все будут плакать. То есть это говорило о том, что, наверное, она видела во мне какие-то какие-то более актерские способности, характер, связанные, наверное, с моей внутренней надрывной натурой, так сказать. Но говоря о вашей натуре, Сауле, в вашем репертуаре многочисленные ярчайшие образы классического балетного наследия, замечательных спектаклей. Но какой из образов лично вам наиболее близок? Знаете, вот так сложно сказать, потому что, мне кажется, это связано именно наверное, с тем жизненным периодом, который на данный момент происходит. Так сказать, всему свое время. Последние годы, то, что я здесь работаю в театре, это моя партия Анна Каренина «Красная Жизель»,
Те партии, которые я вот, ну, Анна Каренина для меня это просто самый наиярчайший образ, наш сложнейший, наиярчайший, наилюбимейший, наверное, самый образ. Что касается времени, я знаю, что в разные периоды жизни вы танцевали на ярчайших подмостках различных театров мира, и у вас обширная география гастролей. Вот если вспомнить работу в Нью-Йорке, в балете Нью-Джерси, да, в Соединенных Штатах, что вы можете вспомнить об этом замечательном, насыщенном творческом периоде? Мы спектакли давали каждую неделю, по 2, по 3 спектакля у нас каждый раз менялась программа, то есть это было не так, как здесь, скажем, репертуар. Ну, здесь, в общем-то, такой стабильный репертуар, я бы сказала, как-то из месяца в месяц. То там ты сам не знал. У нас часто очень приходили хореографы, которые ставили какие-то новые спектакли. То есть там процесс такой непрерываемый шел. Я чувствовала себя в очень хорошей физической форме, потому что нагрузка шла постоянная. Как для вас началась весна 2014? Какие творческие планы вы хотели бы осуществить в этом сезоне? То, что в театре происходит, да, это здорово, у меня по репертуару спектакли, плюс помимо этого я еще преподаю. У меня есть мои ученики, вот моя ученица Асель Кумарова в Нью-Йорке, вот летом прошлого года она взяла бронзовую медаль на международном конкурсе артистов балета. Вот, сейчас я ее готовлю, чтобы она вышла в партии Адетты Адили в «Лебедином озере», то есть это очень ответственный момент. Конечно. Вот сейчас мы готовимся, надеюсь, что мы в мае станцуем. Плюс ко мне еще пришли 2 девочки. Вот одну девочку я готовлю на конкурс в Стамбул, который будет в июне этого года. И еще другая девочка тоже вот она у нас по репертуару вот танцует. То есть помимо того, что я сама по себе еще действующая балерина, я еще хочу, мне нравится сейчас заниматься вот своими учениками, чтобы как-то вот передавать, наверное, может быть, тот опыт накопившийся. Это в творческом плане. А так вообще меня пригласили сниматься в сериал. Вот сейчас у меня как бы основная, наверное, моя творческая деятельность идет вот на этот съемочный период. Вы знаете, может быть, не каждый из наших телезрителей знает о том, что кроме достижений в балетной сфере и кроме многочисленных наград и признаний публики, у вас также есть победы в конкурсах красоты. В частности, есть история моей жизни. 88 год, это вы стали мисс Алматы. В 89 году вы получили титул мисс Казахстан. Вы знаете, Соли, проходит время, но вы абсолютно не меняетесь, вы оставляетесь такой же воздушной, олицетворением вот этой вот балетной стихии. Поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрительницами, как сохранить вот такую вот красоту, то есть вот в чем ваш секрет? Моя профессия обязывает. Потом, действительно, то, что я была, наверное, в свое время мисс Алматы, мисс Казахстана, это вот как-то наложило, вот, наверное, какую-то ответственность на меня. Плюс еще ко всему та закладка, которая происходила вот в училище, в детстве, это все-таки очень такой жесткий, я бы сказала, стержень дающий, выкованный характер, когда тебе, ты можешь расслабляться, но не до конца ты можешь расслабляться, когда ты не можешь себе позволить, не знаю, совсем как-то не следить за собой, то есть это не в нашей профессии. У нас настолько дисциплина в этом отношении есть. Огромное вам спасибо за то, что сегодня вы нашли время и были гостем нашей программы. Спасибо большое. Желаю вам творческих успехов, благодарной публике, оваций в любых концертных площадках, концертных залах мира. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, что пригласили. Напоминаю, друзья, что сегодня гостем нашей программы была заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена Курмет, балерина Сауле Рахмедова. Наш выпуск программы «Кайырлы таң» подошел к концу. Я, Зара Исинаман, желаю вам светлого начала дня. И не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Білім және Мәдениет». Жастықтың жеге